Итак, ребята, все, я начинаю снимать, пожалуйста. Мы едем за Сережей. Он сломал себе ногу, и сейчас мы будем его втроем тащить на себе. И я уже раздеваюсь, потому что как не включает кондиционер в своей мобиле. Там для меня Горит очаг! Привет! Вчера потянул ногу. Я думал, что это не так уж и важно. Я всю ночь смотрел видосики, смеялся и плакал. Вы готовы, дети? Да! Короче, ребята, сейчас поедем в 4 точки. Там похаваем, потом скажем, где нормально. Окей, первая точка Сарглана какая? Покровский тракт, 7 километр, армянская на объездной. Кафе называется «Армянская кухня». Это хорошее место. В принципе, я думаю, оно всем известно. Единственный минус этого места, то, что находится оно достаточно далеко, на Покровском тракте. Но мы на машине. Карл у Клары украл кораллы. Вот. Been a while out for the weekend. Me, myself, and I, my 3 friends. Pillar broke it and leafed in. ASAP finna sneak in. Finger to the critics. Me and my Skrillex. You know we finna kill it. ASAP. Чего ты там? Чего ты там? Ну что, получили свой заказ? Shots, boy. You a big boy. I'm a black boy. Две с курицей порезанные. Прошло 8,5 минут, и сейчас мы будем пробовать. Вообще не рад. Мы попросили их разделить на 2 части, и они каждый кусочек также упаковали. Пакетик, индивидуальная упаковка. Я ем, нет вообще, что запарили? Это классическая куриная шаурма. Стоит она 250 рублей, что немножко выше стандартной рыночной цены. Но мы все знаем, что, скорее всего, она того стоит. Но давайте не будем забегать вперед, попробуем, оценим органолептические качества шаурмы и подачу. Пробуем. Что уже заметно, в эту шаурму добавляют картошку фри. Но это даже не картошка фри, это просто картошка жареная. Картошка в шавухе это неплохо. Почему? Потому что, обычно все это пространство, которое без картошки, набивают капустой, огурцами и помидорами. То есть салат. Здесь чуть-чуть картошки. Во-первых, это новый вкус, а во-вторых, это прям нажористо. На что я обращаю внимание, это курица. Не смотри на меня. Главное, чтобы она была без кожи, без жилок, без ничего, а просто филе куриное. Вот на этом вертеле. И тут она именно такая, поэтому это вкусно. И картошка божественная. По факту, нормальная шавуха. Стоит чуть дороже, есть картошка. В смысле, а где-то дешевле есть? Везде Я же тебя дешевле. спрашивала, 200 средняя сколько? цена. 200? А здесь 250. Да. Плюсы, очень вкусно, Достаточно быстро. сытно. Ее готовят при вас, то есть там открытая кухня, сразу можно увидеть, что туда кладут, что не кладут. Минусы. Я ярких минусов не вижу, как по мне. Далеко. Только далеко, да. Да. Еще в конце было многовато лука. Вот. Я вообще лук люблю. Здесь к шашлыку дают очень много лука. Такого свежего, толсто, кольцами нарезанного. И в шаурме тоже, вот такой же. Мне, допустим, нормально, а вот некоторым моим друзьям, Витя Антипин, привет, вот они не смогут это Ой, есть. как будто Витя Антипин прям целуется целыми днями, что лук не ест. Вот так вот и живем. Мы приехали на следующую локацию. Она находится на проспекте Ленина. Это шаурмичная, шавушная на Туймаде остановка. Шавуху заказали. Название Аралаш. Сразу скажу, что здесь гораздо тоньше, гораздо меньше в объеме. И она такая еще приплюснутая. Если на Покровском она была прям вот такая, то здесь она вот такая. Потому что ее дольше в гриле подержали. Ее зажали в гриле. Не знаю, что внутри. Сейчас попробуем. Тут есть чипсы. курица, огурцы, помидоры. Вот нам здесь ее разрубили на 3 части без проблем, и никто не думал, что там что-то развалится, не развалится. Но 3 пакетика. Начинки реально значительно меньше, чем в шаурме с Покровского тракта. Конечно, мы напоминаем, что на Покровском было много картошки. Здесь картошки нет, есть чипсы. У меня в моем куске их нет. У меня есть чипсы.
У меня середина, потому что у меня есть все. Каждое приготовление блюда это, ну, скорее всего, будет немножко отличаться от, от предыдущего. конечно. Где-то нам сегодня повезет, где-то нам сегодня не повезет, где-то там капуста попадется очень сладкая, где-то кислая прям попадется. И это не зависит от самого продавца, то есть она такая была, ее боженька такой сделал. Вот в данный конкретный момент времени и пространства вот эта шаурма объективно хуже, допустим, чем та, которую мы Но попробовали. она неплохая. Она, ну, как Ну, шаурма. То есть, да, как там нету шаурма. никаких критических, наверное, проблем. То есть, если бы я был голоден, я бы с удовольствием бы ее съел. И это, да, вкусно. Это шаурма, которая продается прямо в центре города. Да, удобно. И, кстати, нам очень быстро ее сделали за 5 минут. Ну, кстати, я сыр только что обнаружил. Доннерветтер. Еще и сыр там. В общем, ребятки, поросятки, если у вас немного денег, но прям жрать хочется, И вы в центре города. и вы прям в центре города, то здесь можно перекусить. Здесь вы в большей части платите за удобство. Вот. А что касается вкусовых характеристик, ну, они средние. Так, все, мы погнали. Итак, мы приехали на нашу следующую локацию. Она находится... Здесь. Она находится прямо вот здесь, возле Что с Ильей, ребят? ЦУМа. Он Это торговый переоделся центр. просто. Последний номер в нашей программе – это питерская шаверма. Шавуха называется. Да, Это нет, питерская разборка. из заведения, которое называется «Шавуха». 240 рублей за острую, а обычная версия чуть дешевле. А мы какой взяли? Это острая. А, там халапеньо? Ну, тут халапеньо, да. То есть у нас обычно все, что делают острым, просто добавляют туда халапеньо, это проще всего. Ну, не могу сказать, что это плохо, потому что маринованный халапеньо, в принципе, подходит к любому блюду. Это тебе Кириллин сказал? Да, это метод Михаила Кириллина, но на самом деле это правда, потому что вкус такой достаточно комплементарный. И сейчас мы попробуем наш третий номер, и после сделаем небольшой финал, к чему мы пришли. Вообще вкус может быть комплементарным, нет? Может. Компромиссный вариант, потому что здесь достаточно много начинки, больше, чем на Tokka, но меньше, чем в армянской кухне. В рецепте также еще указан чесночный соус, но, если честно, я чесночности... Ну, это халапеньо перебивает, Да, мне кажется. Я вот Халапеньо. думаю, насколько компромисс может быть комплементарным. Я так понимаю, что, в общем-то, многие люди берут там одну шаурму на двоих, на троих одну шаурму. Сообразим на троих Берет шаурму. одно. Да. Я беру одну на одного, потому что я беру мини-вариант. Я не люблю твердый лаваш, потому что кусать неудобно, как-то все валится, нет? Да-да-да. Ну, нормально. Плюсы, что она, ну, тоже в центре относительно. Очень хорошо, что в ней все есть, и, ну, как бы все ингредиенты там чувствительны на вкус. Мне лично не нравится пересушенный лаваш. Петюня, дай быстро. Вяленько. Как и лаваш, который тебе нравится. Как в автобусе едешь прям. Да? У меня проездной. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня у нас получился небольшой топ-3 шаурменных, которые нам посоветовали в комментариях. Мы оценили армянскую кухню. Я еще не устроился. Да ё-моё! Все 3 заведения предоставляют шаурму со своими плюсами. То есть, если я хочу, ну, реально очень вкусную шаурму, мне кажется, я поеду именно в армянскую кухню. Если мне захочется что-то близко к центру города, то можно выбрать или шаурму на И Tokka, что-то или... остренькое. Да, или что-то острое в шавухе. Средний ценник везде одинаковый. Поэтому, в общем-то, решать вам. Если у вас есть транспорт, то, мне кажется, ну, армянская кухня фаворит. Да? Да. Только, по-моему, ларек работает или круглосуточно, А, или, он, да, или, очень или очень большой. допоздна. И вот, это очень важный фактор. Могу сказать, что наши подписчики нас не обманули. Действительно, все варианты, которые были предложены, оказались достойными. Аутсайдеров откровенных нет. Да, все было очень вкусно. Единственное, что, вот опять-таки, я, как обычно, хочу вернуться во времени назад, когда вот в 2005 году у нас только появилась шаурма. Шаурма стоила в Москве 40-50 рублей, в зависимости от места. На Войковской шаурма 60 рублей стоила, она была огромной, самой вкусной там в Москве и так далее. И мне бы хотелось бы, конечно, чтобы мы немножко вернулись в то же самое время, хотя бы в экономическом плане. Владимир Владимирович, 2006 пожалуйста. Друзья, Всех видно, друзья. Все, Да, друзья, питайтесь.
Друзья! Друзья мои! Старайтесь не чесаться. Кушайте там, где вам нравится. Будьте, Не слушайте да, нас. Мойте руки перед едой. Делайте, что хотите. Страна либералов. Пишите в комментариях, на что еще нам подписаться ради вас, дорогие друзья. Мы почти на все готовы. Почти на все. Да, предлагайте свои варианты, где вы любите обедать, где вы любите ужинать, потому что мы любим поесть и готовы проверить нашим мерилом. Это что ты изобразил? Мерила? Мерило я изобразил. Я не знаю, да. Drop it down, baby girl, you know it's worth it. Heard you looking for it. Go get some tissue. Якутский колледж инновационных технологий приглашает выпускников 9 и 11 классов начать обучение по актуальным специальностям: бухгалтерия, финансы, юриспруденция, логистика, сервис на транспорте и другие. В колледже вас ждет насыщенная внеаудиторная жизнь, увлекательная учеба и практика. Есть бюджетные места. Телефон приемной комиссии 26 26 65. Восточно-Сибирский лицей приглашает на обучение с 1 по 11 классы. Учебный план соответствует федеральным образовательным стандартам. Начиная с 7 класса лицей предлагает программы с углубленным изучением биологии и химии, а также экономики и права. Мы ждем вас! Телефон 36 97 92.